Зураб Русланович, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас приветствовать в нашей студии. У меня к вам такой вот на сегодняшний день актуальный вопрос. С 11 мая наблюдается такая сложная ситуация на контрольно-пропускном пункте ПСО. И мы знаем, что ведется особо тщательный досмотр каждого автомобиля. Как вы можете прокомментировать этот эпизод? Дайте, пожалуйста, свою оценку происходящему. На самом деле данный вопрос возник не 11 мая, а 8 мая. И связан он с введением протокола безопасности Российской Федерации. Данный протокол действует не только на абхазско-российском участке границы, но на всем протяжении российской границы, аэропортов и на всей территории России. Связаны беспрецедентные меры безопасности с масштабным проведением Дня Победы. Свыше 38 лидеров государств России на сегодняшний день проводящие специальную военную операцию. Есть риски, есть определенные вопросы. И эти вопросы как-то, наверное, надо отнестись с пониманием ко всему этому. Тем более, что данный вопрос, сегодня я вам открою, наверное, уже не тайну и так далее, разрешен. И с 13 часов и 10 минут сегодня все стало в штатном режиме. Ну, Какие методы были включены, я хотел бы? Никаких ограничений в этот период не было. Были включены все методы и средства. Из средств был задействован МЕДК, в простонародье рентген. То есть все транспортные средства от минивэна и выше прогоняли через рентген-установку. Это, конечно, вызывало определенное беспокойство граждан. Сложилась непростая ситуация. Эта непростая ситуация связана с временным ограничением. То есть рентген, это время, затраченное на границе, количество транспорта уменьшилось. Но все это благополучно разрешилось. Я думаю, что нужно отнестись к этому с пониманием. Просто так это не делать. Значит, у российских служб были высокие основания для того, чтобы для безопасности данный протокол на всем протяжении границ. Скажите, пожалуйста, за этот период такого более тщательного досмотра были ли выявлены какие-то нарушения такие глобальные? У нас такой информации нет. Значит, все это в рамках закона, да? В принципе, все это в рамках, безусловно, все это в рамках. Меры были беспрецедентны, но все это в рамках закона. Безусловно, конечно. А вот еще второй момент, второй вопрос интересует. Не так давно был анонсирован проект первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко по реконструкции пропускного пункта КПП ПСО. И, насколько известно, будет выделено более 10 миллиардов рублей для того, чтобы как-то облагородить эту территорию, вообще создать более такие комфортные условия для людей, которые пересекают эту границу, как для жителей нашей страны и, безусловно, для иностранных граждан в том числе. Вот более детально можете рассказать о этом проекте? Ну, я вам расскажу ровно только, сколько мне известно. Да, этот проект Какие сроки, уже, быть может, да? Да, этот проект уже осуществляется, частично реконструкция началась. Конечно, как мне известно, в 2027 году данный пост обновленно будет сдан в эксплуатацию. А возможности нынешнего поста они себя реализовали. Сегодня пропускная способность МАПа Адлер ограничена. Вот если его во время строительства МАПа Адлер закладывалась 1 единица, то после этого за примерно 15 лет данная цифра переросла в 6 раз. То бишь в 6 раз переросли возможности данного поста Адлер. Как технические, так и человеческие, безусловно. Ну вот если так поразмышлять, вот не так давно был запущен наш аэропорт в городе Сухум, и, соответственно, как бы будет идти какая-то небольшая такая разгрузка относительно КПП ПСО, а также ЖД-сообщение тоже как бы увеличивает свои возможности по сообщению между Россией и Абхазией. Как вы считаете, все-таки это дает какую-то небольшую разгрузку для того, чтобы работа велась легче и, в принципе, ни граждане Абхазии, ни наши было гости, комфортным, одним да, словом. безусловно, Я вам скажу следующее, Все-таки... действительно, аэропорт уже это очень важно.
Аэропорт, я видел график на июнь месяц, он достаточно насыщенный. Интенсивный, да. Интенсивный, да. Железная дорога, безусловно. Но у нас турагентства дают разные, да, вот подают разную информацию. От 10 до 30% рост в этом году. Да, вот Это я только- хотела как раз это коснуться только предварительно. аналитики. Вот ожидается очень большой поток туристов в этом году, поэтому хотелось бы, конечно, чтобы и гости наши не ощущали всех тягот, которые сопровождаются с пересечением границы, а получали как более Те, кто комфортные такие. перемещается самолетом, тягот иметь не будут, безусловно. Созданы все комфортные условия. Но я для их думаю, что перемещения. все-таки разгрузка будет, Для да? тех, вот, кто перемещается железно, безусловно, так же. То, что касается автомобильной, пешеходной составной, у нас буквально 29 апреля была встреча с нашими коллегами с Российской Федерации. На данной встрече присутствовал руководитель Южного таможенного управления, руководитель Краснодарской таможни, представители Федеральной таможенной службы в видеорежиме, также руководитель МАПа Адлер, где мы проговаривали все те вопросы, которые могут осложнять перемещение наших граждан, также туристов, во время проведения курортного сезона. Прежде чем мы выходили на эту встречу, мы встречались и с Минтуризмом, и участниками внешнеэкономической деятельности, для того, чтобы понять, да, те болевые точки, которые были в прошлом году и которые, возможно, будут. Мы встретили понимание с нашим коллегам по многим вопросам. Какие-то вопросы разрешились на месте, по каким-то вопросам взята пауза, мы надеемся на их разрешение. Но что могу сказать, в ходе данной встречи на месте было, да, как бы реализовано, да, наше предложение по увеличению на летний период количества сотрудников таможни на МАП Адлер, количество окон оформления на МАП Адлер, также приоритетные полосы по автобусам 5, да, 11, 4, 10, 11 полоса по приоритетному перемещению туристических автобусов. То есть вот эти ряд реорганизаций были проведены, получается, конечно. да? Вот тоже То за есть этот комплекс период вопросов был проговорен с нашими коллегами. Мы нашли в этом плане, мы очень надеемся, что курортный сезон, и на это есть все основания, курортный сезон пройдет в общем-то, без шероховатости. Ну, с учетом того, что... Но я вам скажу, тем не менее, людей на границе будет много. Много, да. Но опять же, вот если вот подытожить, безусловно, что КПП ПСО — это одна из составляющих нашей общей дорожной карты, да, по Абхазии. И хотелось бы, конечно же, чтобы именно это место, оно как бы максимально соответствовало комфорту для всех групп граждан, которые пересекают границу. Быть может, на ваш взгляд, какие-то существуют и способы, которые могли бы в ближайшее время как-то повлиять на улучшение ситуации, даже хотя бы на этот летний период, здесь и сейчас, вот как бы вот в ближайшее время. Но у нас была вчера встреча с нашими пограничными коллегами на посту ПСО. Мы встречались с пограничниками абхазскими, проговаривали все эти болезненные вопросы. Мы очень надеемся, что какие-то вопросы мы устраним. Хотя у нас есть телефон горячей линии дежурной части. Нарекания со стороны туристов по отношению к таможенной службе, по отношению к пограничной службе мы не получали. В принципе, мы создаем все комфортные условия для перемещения. Но исходя из ваших слов, я могу сделать вывод, что все-таки сейчас, на сегодняшний день, существует определенный механизм взаимодействия различных структур на улучшение общей, да, картины, конечно, пограничного мы перехода. сверяем часы, да, мы стараемся создать условия для того, чтобы все-таки гости нашей страны, да, все-таки граница — это лицо нашей страны. И, по крайней мере, пограничная таможенная служба прилагает все усилия, чтобы лицо было привлекательным. Как во внешнем виде, так и в содержательной ее части. Благодарю вас за беседу. До свидания. Спасибо.